Я этнограф, работаю в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера. Занимаюсь изучением быта, культуры в широком смысле народов Северной Якутии и приехал в Якутск для того, чтобы собрать необходимый научный материал, связанный с особенностями питания жителей Северной Якутии. Мое исследование, оно связано с крупным научным проектом питания в российской Арктике, который реализуется коллективом молодых исследователей из Санкт-Петербурга. И нашей задачей является изучить особенности питания жителей российской Арктики от Кольского полуострова до Чукотки. То есть разные исследователи в рамках этого проекта занимаются различными регионами. И мы стараемся собрать сведения из этих регионов, обобщить их, выделить основные изменения, общие и специфические для каждого из данных регионов, чтобы понять вообще, о каких трендах мы можем говорить в современной культуре питания жителей Арктики. В рамках этого проекта, нужно сказать, в прошлом году у нас была также подготовлена фотовыставка, называется «Вкус Заполярья». Она была открыта в Петербурге, в Музее Арктики и Антарктики. Сейчас данная выставка работает на Чукотке. Эта поездка у меня ограничивается только самим Якутском. И я работаю в архиве Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Кроме того, для своей темы я посетил малый рынок, крестьянский рынок, различные магазины, встречался с сотрудником кафедры пищевых технологий для того, чтобы собрать материал, который отражает изменения рациона жителей Северной Якутии и особенности пищевых привычек и культуры питания. И кроме того, еще запланирована поездка в Хангаласский улус для того, чтобы посмотреть на то, как местные жители ведут хозяйственную деятельность и взять несколько интервью. Я должен сказать, что я воспринимаю Якутию как такое пространство, где человек очень дружен во-первых, с природной средой, во-вторых, где сохраняются многие особенности социальных взаимоотношений, взаимопомощи, взаимовыручки, где важны те хозяйственные занятия, которые были актуальны 100-200 лет назад, связанные с охотой, оленеводством. В общем, вот такое сочетание, с одной стороны, традиции, а с другой стороны, у вас же очень инновационный город. Развиваются мобильные приложения, очень известная InDriver, например, информационные технологии, культура, современный кинематограф, известный на всю Россию и весь мир якутский. И поэтому вот такое сочетание традиции, с одной стороны, с другой стороны, современных форм культуры, науки. И во всем этом чувствуется какая-то значительная энергия и желание нести что-то светлое, и радостное, жизнеутверждающее миру. Вот это вот, наверное, я сейчас сформулировал. Якутия у меня ассоциируется с жизнеутверждающей энергией. Вот так я бы сказал. Такое интересное наблюдение, конечно, которое отличает Якутск от Петербурга, откуда я приехал, это то, что, по крайней мере, как следует из моих интервью, связь местных жителей с местными ресурсами питания очень большая. То есть это рыба, мясо, ягоды. У многих людей
существуют разные стратегии индивидуальные, как они получают эти ресурсы. Кто-то через родственников, кто-то на рынке, кто-то заказывает у знакомых. Но так или иначе, вот роль местной рыбы и мяса, и продуктов собирательства, она очень высока. Вот это меня... С одной стороны, раньше я работал именно в северных районах, где изучал то, как люди занимаются рыболовством, охотой, а сейчас в Якутске я понимаю, что вот эти северные занятия, они актуальны и для жителей города, потому что составляют важную часть рациона. Хотя, опять же, вот я беседовал вчера с доктором сельскохозяйственных наук, и он сказал, что основную часть рациона и жителей Севера, и жителей Якутска составляет углеводная пища, то есть хлебобулочные, макаронные изделия, а традиционные ресурсы, они уже не на первом месте в настоящее время находятся. Вот такие особенности интересные. Ну, также еще мне очень большой интерес вызывает у меня сезонность снабжения ресурсами и обеспеченность ими. Например, в северных поселках актуальна проблема изменения доступности этих населенных пунктов в процессе смены разных сезонов года. Есть поселки, куда нельзя добраться, например, если нет автозимника. То есть туда можно попасть только по автозимнику, ну, либо на вертолете, но вертолет летает нестабильно. И поэтому, когда нет автозимника, местные жители говорят: мы живем как на острове, потому что не можем никуда выехать, нам не могут привезти продукты и другие ресурсы. Вот такая характерная северная черта. Но в Якутске тоже, как я понимаю, вот эта сезонность доступности и снабжения ресурсами, она имеет место, что связано с отсутствием постоянного сообщения с противоположным берегом Лены, где находится железная дорога, основная трасса, по которой привозят продукты. Вот. И сейчас как раз я попал в такое время межсезонье, когда не работает паромная переправа через реку, и в то же время зимник уже растаял, ну, или небезопасен для перемещения. Вот такие моменты. Если говорить о таком тренде, связанном с возвращением к традиционной кухне, традиционным блюдам, которые мы наблюдаем, в частности, на примере Якутии, Якутска, то нужно сказать, что он характерен не только для данного региона, но и для других территорий России и мира. И здесь имеет значение такая локальная, региональная идентичность, которая связана и с развитием туризма, с одной стороны, с другой стороны, связана с поиском людьми себя, своей собственной индивидуальной идентичности. Но нужно сказать, что данный тренд, как и остальные тренды, он не однороден. Нельзя говорить про то, что вот поиск национальных корней свойствен всем жителям Якутии или других регионов. Нет, в этом заинтересованы отдельные люди, которые таким образом через развитие гастротуризма, развитие ресторанов национальной кухни приходят к раскрытию вот этого понятия региональной идентичности. Но в то же время, если мы посмотрим на северные районы, то увидим, что там наоборот наблюдается у молодого поколения отказ от традиционных ресурсов питания. Ну, точнее, не отказ, а это будет неправильно сказать. Вернее, будет сказать, что там снижается роль региональных пищевых ресурсов в общей структуре питания. То есть большее значение приобретают привозные продукты, полуфабрикаты, быстрая пища, так называемая, дошираки, те же самые лимонады. То есть вот молодежь активно их использует
в своем рационе. А вот представители старшего поколения, они более консервативны в пищевых предпочтениях. Но нужно говорить, что в сельской местности, в городской среде тоже несколько разные тенденции существуют. В городе большее значение, например, сейчас имеют тенденции, связанные с представлениями о правильном питании. Люди стремятся, с одной стороны, кто-то ищет свою идентичность через это, а кто-то опирается на научно-популярные тренды, которые говорят о том, что человек должен заботиться о своем питании для того, чтобы быть здоровым. И поэтому у некоторых существует представление о том, что нужно отказываться от мясной пищи, поэтому снижается роль мясной продукции. В общем, такой процесс, на самом деле, вот, если говорить о питании, который многовекторный. Здесь нельзя говорить о том, что существует какое-то одно направление, и вот оно помогает нам, позволяет понять весь спектр процессов. Это очень сложное явление, вот сама культура питания, изменения в рационе. И вот эта сложность, она иллюстрирует и многосоставность, и сложность вообще общества, в котором мы живем, я бы так сказал. Да, сотрудничество Кунсткамеры и Института гуманитарных исследований, оно было в прошлом, продолжается сейчас. Например, в 2020 году вышел каталог «Охотники-оленеводы Хатанги и Анабара» по коллекциям Петра Ванифатьевича Слепцова, якутского исследователя, который собирал предметы традиционной культуры народов Якутии в 20-х годах прошлого века. И вот мы совместно с коллегами из Анабарского улуса подготовили этот каталог. Кроме того, мы сотрудничаем в рамках конференций. В 2022 году проходила традиционная конференция Кунсткамеры «Сибирские чтения», в которой присутствовала большая делегация из Якутска. Был целый круглый стол, которым руководила Екатерина Назаровна Романова. В общем, сотрудничество продолжается и осуществляется в разных сферах. И у нас будущие проекты уже намечаются, связанные с подготовкой новых каталогов, совместными экспедициями. И кроме того, мы занимаемся похожими темами. То есть и нас, и исследователей из института интересуют проблемы материальности, как жители Севера и Сибири организуют вокруг себя материальную среду, как адаптируются к климатическим изменениям. Вот эти темы очень актуальны на самом деле и совместно разрабатываются нами. Пожелания, наверное, в первую очередь, если говорить про институт новых научных достижений, продолжать в том же духе, потому что я приехал сюда, провел здесь неделю, и я чувствую такую очень мощную энергию исследовательскую, творческую в коллективе научном. Она здесь царит, и я и сам заразился. Мне хочется сейчас более интенсивно работать. И вот я желаю продолжать сохранять такой же импульс исследовательский жителям Якутии. Я желаю счастья, всего самого хорошего. Такие общие слова, но это важно действительно. Я очень рад, что у меня есть возможность приезжать в Якутию. Это очень ценный опыт для меня.